Во-первых, хочу сразу сказать, что эта доплата состоится только за 2015 год. Только за 2015 год. Мы исполняем постановление нашего кабинета министров нашей страны. Значит, и доплату производим категориям. Могу озвучить цифры, да? Категория пенсионеры по возрасту, которые получают на сегодняшний день 500 рублей, будут получать получат за 2015 год в месяц плюс 1000 рублей. Соответственно, 1000 на 12 месяцев всего 2015 года получается 12 тысяч рублей. Значит, но опять же, у всех индивидуально, потому что не каждый пенсионер мог быть получателем на 1 января 2015 года. Кто-то, может быть, назначился только с июня 2015. Соответственно, будет доплата произведена, высчитана и отданы денежки, которые людям положены. Пенсионерам, имеющие почетные звания, народные заслуженные, значит, их доплата составит 500 рублей в месяц. Значит, пенсионеры, подземщики, так называемые наши шахтеры, их доплата составит 500 рублей. Пенсионеры, получающие пенсию по утере кормильца, их доплата составит 700 рублей в месяц. Пенсионеры круглые сироты, их доплата составит 1000 рублей в месяц. Инвалиды 1, 2, 3 группы от общего заболевания, их доплаты, соответственно, составят 1000 рублей каждой категории инвалидов, каждой группы. Категория инвалиды с детства, их доплата у каждой категории инвалида с детства до 16 лет, 1 и 2 группы составляет 500 рублей. Пенсионеры, получающие социальные пенсии, это самые наши, так скажем, уязвленная, ущемленная категория, их доплата составляет 850 рублей в месяц. Значит, естественно, эти суммы рассчитываются за 2015 год, за весь, и отдаются людям сразу. Значит, касаемо сроков, да, было очень много и критики в адрес нашего ведомства, что долго все это происходит. Но хочу сказать, работу, которую выполнили наши отделы социального обеспечения по всей стране, наше Министерство социального обеспечения, очень непростая. Дело все в том, что выплата этих сумм носит заявительный характер. То есть человек пришел в свой собес в районе, подал заявление, сообщил о том, что он не получает никакую другую пенсию или выплату другой страны. Только в этом случае может человек претендовать на эту доплату. Но мы-то обязаны проверить все эти моменты, все эти факты. Так вот, сверка всех наших пенсионеров с пенсионными базами Российской Федерации, других стран, занимает очень много времени. Это непростой процесс. Поэтому, естественно, на это уходит время. Хочу сразу, немножечко успокоить наших пенсионеров. Эти денежки, которые, согласно международного договора между нашими странами, между Россией и Абхазией, являлись целевыми на эту доплату, никаким другим образом, ни на какие другие цели использоваться не могут и не использовались. Сегодня мы завершили свой заключительный этап касаемо нашего этапа в министерстве, передали все наши заявочки со всех районов нашей страны Пенсионному фонду Абхазии. Пенсионный фонд Абхазии передает заявленную сумму, которая необходима на выплату, Министерству финансов. И сегодня же Министерство финансов спускает уже все эти суммы для того, чтобы уже раскидать все эти денежки, положенные нашим пенсионерам, по счетам нашим гражданам, по их счетам, по их фамилиям. Поэтому, чтобы наши люди, наши граждане были спокойны, еще раз хочу ответственно заверить, никакого другого использования этих средств
в принципе быть не может. Чтобы все были на этот счет спокойны. На сегодняшний день тоже собираются сведения и на 2016 год, потому что эти сведения могут быть несколько другими. Кто-то у нас скончался, кто-то у нас вновь назначился. То есть это в самом деле очень большая кропотливая работа. Выплаты, естественно, коль взяты страной обязательства перед народом, они, естественно, будут производиться. Я не хочу сейчас лукавить, какие-то давать заверения, обещания, но эти выплаты однозначно будут производиться, коль нами, руководством, так скажем, страны, уже взяты публичные обязательства перед народом. Когда начнутся сами выплаты? За 2015 год? За 2015 год, я полагаю, что выплаты начнутся на следующей неделе. Касаемо граждан, которые имели бы право на получение этой доплаты, так скажем, не дожили до этого момента. Значит, да, наследники имеют право на получение этой доплаты. Наследники должны оформить документ у нотариуса, что они имеют право на сумму, которая полагалась к выплате их умершему родственнику, например. Значит, берут справку в собесе о полагаемой сумме доплаты. С этой справкой, с документами о вступлении в наследство, которые нужны для нотариата, идут к нотариусу, оформляют вступление в наследство, и где будет прописана именно эта сумма доплаты. С нотариальным документом, с прописанной суммой доплаты, в собес и подают заявление на эту сумму. Значит, во все отделы социального обеспечения нашей страны разосланы наши тоже распоряжения министерские, как нужно эту работу проводить, как нужно консультировать людей, как правильно, какой пакет документов должен быть собран на эту доплату за умершего родственника, за умершего человека. И как раз идет работа и в этом тоже направлении. По поводу очень многих обращений по поводу российских пенсий. Конечно, говорить о российских выплатах – это прерогатива в первую очередь Российской Федерации, Пенсионного фонда России, но наше министерство, наше ведомство, отвечающее за социальную политику в нашей стране, естественно, тоже обязано знать эту ситуацию в том числе. Значит, многие граждане обращаются с вопросом, почему в этом месяце выплата состоялась меньше на какую-то сумму, чем, например, в прошлом месяце. Хочу пояснить. Значит, в прошлом месяце Российский пенсионный фонд выплачивал доплаты, которые полагались тоже пенсионерам, получающим российскую пенсию, за 2 месяца, за апрель и за май, сразу за 2, но в мае. А сейчас в июне пришли к равновесию, к ежемесячному правильному размеру. То есть с той доплатой, которая должна быть ежемесячно у каждого пенсионера. Поэтому не должно удивлять людей, или понимание такое должно быть, что в мае месяце была доплата за апрель и за май вместе, сейчас в июне только ровно за июнь. И дальше будет идти ровно за месяц. Чтобы тоже люди не волновались.